На карте города можно найти минимум 4 улицы, связанные с освоением космоса. Так, уже через 3 дня после первого полета человека в космос улицу 11-я Союзная в Казани переименовали в улицу Гагарина. Неподалеку от нее улица конструктора академика Королева. Удивительный факт: Королев и Глушко жили в одной комнате на Лядово. Однако улицу Валентина Глушко отвели на другой конец города. Хотя по космическим меркам это совсем не расстояние. А в Советском районе одна из улиц названа в честь покорителей космоса — космонавтов. Кстати, именно здесь находился первый аэропорт Казани. Отцы отечественного ракетостроения трудились вместе ныне на заводе КМПО в Казани. Здесь они работали над реактивными установками. Интересно, что именно здесь Королев вернул себе свободу и получил знак почета. Уже затем, уехав из столицы Татарстана, Сергей Павлович и Валентин Петрович, по сути, встали у руля всей космической отрасли Союза. Еще в 1944-м в Казанском авиационном институте была создана первая в стране кафедра реактивных двигателей. Ее возглавил Валентин Глушко. Один из его известных учеников — Вячеслав Алимасов, основоположник Казанской научно-педагогической школы теплоэнергетики и реактивного двигателестроения. Государственная премия его имени учреждена в 2014 году указом президента республики. Интересно, что на ракете Гагарина «Восток-1» были установлены электронные приборы производства ныне казанского завода «Элекон». После